Уважаемые зрители, большая просьба во избежание неловких ситуаций отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Добрый вечер. Маэстро, как всегда, раньше всех на своем месте. Добрый вечер. Мы рады опять быть в этом замечательном, уютном зале. Что-то будет сегодня новое, а что-то вспомним из старенького на бис, конечно. Итак, начнем. Веселость нас никогда не покидала. Мы живем с вами в удивительное время. Мы живем в том государстве, где люди получают деньги за свой труд, а не за что-нибудь другое. По мере своих сил мы пишем смешные и забавные сочинения и своим смехом веселим многих граждан, желающих видеть в наших строчках именно то, что они желают видеть, а не что-нибудь серьезное, поучительное или досаждающее их жизни. И мы, вероятно, по своему малодушию бесконечно рады и довольны этому обстоятельству. Михаил Зощенко. Нынче мы замыслили рассказать вам, дорогой зритель, несколько веселых историй о самых разнообразных поступках и чувствах людей. Итак, сейчас должна зазвучать симфония Бетховена. Дайте вашу мужественную руку, зритель. Идемте за нами. Мы желаем вам показать кое-какие достопримечательности и хотим вас уверить, что ничего плохого, кроме хорошего, в нашей жизни не произойдет. Итак, начнем рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская жительница, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну а замуж в наше время выйти, поверьте, не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, и охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране. Спасибо, маэстро. Вопрос об интеллигентах вопрос довольно острый. Проблемы кадров еще не разрешена окончательно, а тут, я извиняюсь, нужны женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. Все они какие-то или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи, или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа. Он умер у нее от туберкулеза.
Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, как-то, знаете ли, легко отнеслась к этому событию. Так даже иногда думает, ерунда какая-то. А потом видит, нет. Нет, далеко не ерунда, женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко ей приносила. Поскольку муж у нее помер от туберкулеза, так вот она начала заботиться о себе, усиленно питаясь. Она пила молоко по 2 литра в день. И от этого питания она прям-таки распухла и имела здоровье очень выдающееся. И, наверное, от того к ней стали заходить в голову разные легкие, воздушные мысли о супружестве. Пьет, значит, она молоко около года и все больше поправляется. И, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковато, и вообще женихов нету. Молочница говорит: ой, да, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит: зарабатываю вроде подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата водится. И сама я, говорит, не такое уж мурло. А вот подите же вторично выйти замуж буквально не в состоянии, прям хоть в газетах печатай. Молочница говорит: ну, говорит, газета – это не выход. Газета – это не разговор. А чего-нибудь такое, конечно, придумать надо. Зубной врач отвечает: в крайнем случае, я бы, говорит, и денег не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит, ну, так сказать, в смысле брака. Молочница спрашивает: а много ли вы дадите? Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится сразу, то, говорит, червонца 3 я бы дала, не моргнув глазом. Молочница говорит: нет, нет, 3 мало. Мало 3. Дайте 5 червонцев, тогда я вам подыму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Ой, а может, он интеллигент? Совсем не интеллигент, говорит врачиха. Может, он этот крючник? За что я буду давать-то 5 червонцев? Нет, нет, говорит молочница. Зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит: ну что ж, монтер так монтер, вы меня тогда познакомьте, вот вам пока червонец на труды, и на этом они и расстаются. А надо вам сказать, что у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного супруга. Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как бы ей попроще выбить денег из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу: вот, мой Николаша, что получается? Можно, говорит, рублей 50 схватить без особых хлопот и волнений. А муж этой молочницы — это довольно красивый мужчина с усиками. Так ей говорит: очень отлично, пожалуйста. Я, говорит, завсегда определенно рад 50 рублей взять, да ни за что. Другие ради такой суммы месяц работают, а тут такие пустяки. Пошел в ЗАГС, да записался. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Именно так, маэстро. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице оставшиеся деньги.
Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно на ее апартаменты и пока что живет там 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница и говорит: так, что-то я не поняла. Я что-то вообще ничего не поняла. В чем тут дело, я не поняла. Монтер говорит: а я что-то раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интереснее, чем с тобой получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразнейшее поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Так за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного, усатого супруга. Вот вы, граждане, понимаете, сейчас рассказ слушать будете. Это рассказ, я вам скажу, граждане, просто не рассказ, это истинное происшествие. Рассказал мне как-то об этом один вот такой вот приехал, вот, артист-любитель. Ты в город приехал, работай, давай пасы свои, пасы, давай, удивляй публику, давай, что ты умеешь, покажи, давай, вот молодец. Случилось это, граждане, дело в Астрахани. Вот что рассказал мне любитель. Вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Был, да скажу я вам, был, в театре играл, прикасался к этому, как оно называется, к искусству. А только я вам скажу, ерунда все это. Ничего в этом выдающего нет. Конечно, если подумать глубже, в этом искусстве много хорошего. Скажем, выйдешь на сцену, публика на тебя смотрит, среди публики знакомые, родственники со стороны жены. Опаньки, кого я вижу! Граждане с дому подтянулись. Глядишь, подмигивают тебе с партеру, дескать, давай, Васята, не робей, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь, дескать, оставьте беспокоиться, граждане, знаем. Сами, мол, с усами. Но если подумать глубже, то ничего в этой профессии хорошего нету. Крови больше испортишь. Короче, граждане, ставили мы как-то пьесу «Кто виноват?». Я сказал, кто виноват, ты отдыхаешь. Любитель, ну. Из прежней жизни сильная натуральная пьеса. Поехали. Там, значит, в одном акте грабители купца грабят. Ну, прямо на глазах у публики. И так очень натурально выходят. Кузнец, значит, кричит, наганами отбиваются, а его грабят и грабят. Жуткая пьеса, граждане. Жуткая пьеса, любитель. А перед самым спектаклем один любитель, который купца играл, выпил. И в жаре его так бродягу растрясло, что, видим, не может роль купца вести. Как выйдет к рампе, так нарочно все электрические лампочки ногой давит. Режиссер Иван Павлович такой хороший, натуральный, такой настоящий наш режиссер. Говорит, не придется, говорит, во втором акте его выпущать. Передавит сукин сын все лампочки. Может, говорит, ты за его место, а? Васят, сыграешь. Публика дура, она не поймет. Я говорю, я гражданин, не могу. Я говорю, не могу к рампе выйти, не просите. Я говорю, сейчас в обед 2 арбуза съел, неважно, соображаю. Он говорит, выручай, браток, хоть на одно действие, может, тот артист после очухается. Не срывай, говорит, просветительной работы уговорили.
Ну, значит, вышел я к рампе, вышел по ходу пьесы как есть, в своем пиджачке, в брюках своих, только что бороденку чужой так наскоро прилепил сюда. Вышел, а публика, она хоть и дура, она в раз меня узнала. Ой, говорит, кого мы видим? Васятка наш вышедший. Давай, не рубей, Васята, дуй до горы. Я говорю, граждане, робить, говорю, не приходится. Критический момент в театре. Артист, говорю, сильно под мухой. Не может к рампе выйти, понимаете? Блюет. Блюет, блюет. Такое бывает в театре. Да, любитель? Но ты знаешь. Короче, начали действие. Играю я, значит, действие купца. Кричу, значит, ногами от грабителя отбиваюсь. Чувствую, будто кто-то из любителей действительно мне в карман лезет. Я запахнул пиджачок в сторону от артистов, отбиваюсь от них, прям по роже бью, ей-богу, не подходите, говорю! Сволочи! Честью прошу! А те по ходу пьесы все наседают и наседают. Наседают и наседают. Наседают и наседают. И вынули у меня бумажник. 18 червонцев и к часам прутся. Я кричу не своим голосом. Караул, дескать, граждане всерьез грабит. А от этого вообще полный эффект получается. Публика дура в восхищении, в ладоши бьет, кричит: давай, Васята, давай, молодец, отбивайся, милый, крой их дьяволом по башкам. Я кричу: не помогает, братцы, и сам стегаю их прямо по головам, вижу, один любитель все, кровью исходит. Другие подлецы в раж вошли и наседают на меня, братцы, кричу, что ж это за какое такое искусство страдать приходится? Режиссер из кулис выглядывает: молодец, говорит, Васята, чудно, говорит, рольку купца ведешь. Давай дальше, давай, дуй до горы. Вижу, крики не помогают, потому что не крикнешь, все прямо по ходу пьесы ложится. И тут все, встал я на колени. Братцы, говорю, режиссер, говорю, Иван Палыч, не могу больше. Спущайте занавеску, последнее, говорю, сбережение всерьез прут. Тут многие театральные спецы видят не по пьесе слова. Из кулис выходит суфлер, старик, спасибо, из своей будки вылез. Кажись, говорит, граждане, действительно, у купца бумажник свистнули. Дали занавес. Воды мне в ковшике принесли, напоили. Братцы, говорю, режиссер, говорю, Иван Палыч, шо ж это такое, говорю, по ходу пьесы кто-то бумажник у меня вынул. Ну, устроили обыск у любителей, а только денег моих не нашли. А пустой бумажник кто-то в кусты кинул. Деньги так и сгинули, как сгорели. А вы, граждане, говорите мне искусство. Знаем, играли!
Вот когда госпожа смерть подойдет неслышными стопами к нашему изголовью и, сказав «Ага», начнет отнимать драгоценную до сих пор милую жизнь, мы, вероятно, наибольше всего пожалеем об одном чувстве, которое нам при этом придется потерять. Из всех дивных явлений чувств, рассыпанных щедрой рукой природы, нам, наверное, я так думаю, наижальче всего будет расстаться с любовью. И бывают мнения о любви поэтически настроенных людей. Из более правильных же изречений мы можем привести слова нашего пресветлого поэта и философа Пушкина, который сыграет немаловажную роль в следующем рассказе. Пора пришла, она влюбилась, так в землю павшее зерно, весны огнем оживлено. Давно кого-нибудь. Мелкий случай из личной жизни. Иду я раз однажды по улице и вдруг замечаю, что на меня женщины не смотрят. Бывало раньше, выйдешь на улицу эдаким, как говорится, кандибобером. На тебя смотрят, посылают воздушные взгляды, сочувственные улыбки, смешные смешки, так сказать, и ужимки. А тут вдруг вижу, ничего подобного. Вот это, думаю, жалко. Все-таки думаю, женщина, как ни крути, а играет некоторую роль-то в личной жизни. Один, кстати, буржуазный экономист, чтобы вы знали, или, кажется, химик, точно, химик, высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, а все, что мы делаем для женщин. И стала быть борьба, слава, богатство, почести, обмен квартиры, покупка пальто и так далее и тому подобное. Все это делается только ради женщины. Это он, конечно, я считаю, хватил собака, не подумав. Заврался на потеху буржуазии. Но что касается личной жизни, то с этим я всецело с ним согласен. Так вот, каково же мое сочувствие, когда раз однажды я вижу, что женщины на меня не смотрят. Что, думаю, за черт? Чего на меня бабы не глядят? С чего бы это? Что им еще надо? Прихожу домой, поскорее гляжу в зеркало, и там вижу, вырисовывается потрепанная морда. Тусклый взор, краска не играет на щеках. Теперь понятно. Говорю я сам себе, надо усилить питание, надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку. И вот я в спешном порядке покупаю разные продукты. Я покупаю масло и колбасу, покупаю какао и так далее. Все это ем, пью и жру прямо безостановочно. И в короткое время возвращаю себе неслыханно свежий, неутомленный вид. И в таком виде фланирую по улицам. Однако замечаю, что дамы по-прежнему не смотрят на меня. Ага, говорю я сам себе. Может быть, у меня выработалась дрянная походка? Может быть, мне не хватает гимнастических упражнений, висения на кольцах, прыжков? Может, мне не достает крупных мускулов, на которые имеют обыкновение, как правило, любоваться дамы? И вот я покупаю тогда себе висячую трапецию, покупаю кольца и гири и какую-то особенную рюхлу. Я вращаюсь, как сукин сын, на всех этих кольцах и аппаратах. Я верчу по утрам рюхлу. Я бесплатно колю дрова соседям. Я, наконец, записываюсь в спортивный крожак. Катаюсь там на лодках и лодочках.
купаюсь до ноября, при этом чуть не тону однажды. Я ныряю с дуру на глубоком месте, но, не достав дна, начинаю пускать пузыри, не умея прилично плавать. Я полгода убиваю на всю эту канитель. Я подвергаю жизнь свою опасности. Я дважды разбиваю себе башку при падении с трапеции. Я мужественно сношу все это. И в один прекрасный день, загорелый, окрепший, как пружина, выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку. Но этой улыбки не нахожу. Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои легкие. Краска начинает играть на моих щеках. Морда моя розовеет и краснеет. И принимает даже почему-то лиловый оттенок. Со своей лиловой мордой я иду однажды в театр. И в театре, как ненормальный, кручусь вокруг женского состава, вызывая нарекания и грубые намеки со стороны мужчин, и даже толкание и пихание в грудь. И в результате вижу 2-3 жалкие улыбки, каковые меня мало устраивают. Там же в театре я подхожу к большому зеркалу и любуюсь на свою окрепшую фигуру и грудь. Я сгибаю руки, я выпрямляю стан, я расставляю ноги вот так. Прям в театре в фойе хожу такой, вот так вот, в партер зашелся по проходу, показал себя все-таки в театре. И искренне удивляясь той привередливости, тому фигурянию со стороны женщин, которые я не понимаю, либо они с жиру бесятся, либо пес их знает, что вам еще надо. Я любуюсь в этом большое зеркало. Ай, матерь родная! И вдруг замечаю, что я одет неважно. Я прямо скажу вам, худо и даже безобразно одет. Прикороткие штаны с пузырьками на коленях приводят меня в ужас и даже в содрогание. Но я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описание которых не место в художественной литературе. Теперь понятно. Говорю я сам себе, вот что сокрушает мою личную жизнь. Я плохо одеваюсь и, подавленный на скрюченных ногах, возвращаюсь домой, давая себе слово тут же переменить одежду. И вот в спешном порядке я строю себе новый гардероб. Я шью по последней моде новый пиджак из лиловой портьеры. Покупаю себе брюки Оксфорд, сшитые из 2 огромных галифе. И я хожу в этом костюме, как в воздушном шаре, огорчаясь подобной моде. И я покупаю себе пальто на рынке с такими широкими плечами, которых вообще не бывает на нашей планете. И в выходной день однажды в таком наряде выхожу на Тверской бульвар. Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю там, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами в гигантских галифе. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Там и сям я слышу фразы. Ой, какое чучело! Вы только поглядите, как подлец нарядился. Как же, говорят, ему не стыдно, навернул на себя 3 километра материи.
Меня осыпают смешками и хохочут надо мной. И я иду, как сквозь строй по бульвару, неясно на что-то надеясь. И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и 3 раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину. 3 раза, чтоб она меня получше разглядела. После чего присаживаюсь на скамеечку, что напротив. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты еще пристальней смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «Все хорошее». Я подмигиваю Пушкина. Все нормаляк, Сан Сергеевич. Дела пошли, все пучком. Все нормально, Сан Сергеевич. Все, я понял, Сан Сергеевич, действую. Понял. Началось. И снова обращаюсь к даме, которую теперь вижу буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением. Тогда я почему-то начинаю вдруг пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху у этого существа, и уже хочу уйти, уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать, куда глаза глядят, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики. Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажете в любезности показать подкладочку? А? Конечно. Да, конечно. Думаю, неудобно же ей начинать. Неудобно ей начинать знакомство с бухты-барахты. Сан Сергеевич, все нормально. Сергеевич, подкладку покажу. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимально грудь с напружкой. А где подкладку? Дама поднимает истошный визг и крик. Да, конечно, это его пальто! Краденое пальто, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Ее стенания режут мне уши. Я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто. Мы идем в милицию, где составляют протокол. Мне задают вопросы, и я правдиво на них отвечаю. А когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру. И вдруг от этой почти трехзначной цифры прихожу в содрогание. Вот почему на меня не смотрят бабы. И на тебя, любитель, тоже. Я попросту постарел. А я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и налегке со сметенным сердцем выхожу на улицу. Ладно, обойдусь, говорю я сам себе, моя личная жизнь будет теперь труд.
Я буду работать, я принесу пользу людям, я хохочу, плюю направо и налево и отворачиваю лицо от проходящих мимо дам. Вот вам. Но вот что интересно. Этот небольшой случай произошел со мной 2 года назад. И хотя за эти 2 года я, казалось бы, еще больше постарел, но тем не менее этим летом я познакомился с одной особой. И она, представьте себе, мною сильно увлеклась. И главное, смешная подробность, я в это лето одевался как нарочно исключительно худо. Ходил черт знает в каких штанах и дырявых спортивных туфлях. И вот, тем не менее, на любовь это не повлияло. И я через этого счастлив, доволен. И даже вскоре мы женимся по взаимной любви. Спасибо! К подъезду подкатил кабриолет. Вы вышли в платье цвета фиолет, в манто и ослепительном колье. Я к вам спешил, проделав 1000 лет с разгончиком. Я к вам спешил, отправившись в вояж, забыв пальто, цилиндр, саквояж, потратив 300 франков на такси, чтобы сказать вам «Je vous aime, Люси». Вы приподняли медленно лорнет, и вы вздохнули. Ах, это вы, корнет. Ах, сколько долгих зим и долгих лет храню я ваш прощальный амулет. Потом искрился призрачный хрусталь. Во мраке наши встретились уста, и привкус на губах вина бордо, и слово непонятное «пардон». Я прошептал в волнении, Люси, о чем захочешь ты меня проси. И ты сказала: потуши торшер. И я сказал: пожалуйста, Машер, эй! Рассказ о письме и неграмотной женщине. Жили себе в Ленинграде муж и жена. Муж был ответственный советский работник. Он был человек простой. Да, именно так, маэстро, из деревни. И никакого такого в свое время высшего образования не получил. Но за годы пребывания в городе он поднаторел во всем и много чего знал, и мог в любой аудитории речь произносить. А жена же его, Пелагея, между тем была женщина неграмотная. И хотя она приехала из деревни вместе с ним, но ничему такому не научилась, осталась неграмотной, и даже свою фамилию она не могла
подписывать. А муж Пелагеи, видя такую ситуацию, ужасно огорчался, страдал и не понимал, как ему выйти из беды. Тем более он сам был чересчур занят и не имел свободного времени на переподготовку своей супруги. Он говорил ей: ну ты бы, Пелагеюшка моя, как-нибудь научилась читать или хотя бы фамилию подписывать. Наша страна, говорит, постепенно выходит из вековой темноты и некультурности. Мы кругом ликвидируем серость и неграмотность, а тут вдруг супруга директора хлебозавода не может ни читать, ни писать, не понимать, чего написано, и я от этого терплю невозможные страдания. А Пелагеюшка на это рукой махнет и отвечает: ах, Иванушка Николаевич мой, об чем вы хлопочете? Мне этим не к чему заниматься. В свое время я за это не взялась, а теперь мои годы постепенно проходят, моя молодость исчезает, мои руки специально не гнутся, чтобы, например, карандашик держать. На что мне учиться и буквы выводить? Пущай уж лучше молодые пионеры этими глупостями занимаются, а я так до старости лет как-нибудь доживу. А муж Пелагеи, конечно, вздыхает с огорчением и говорит: эх, эх, Пелагея моя Максимовна. Однажды все-таки Иван Николаевич принес домой учебник. Вот, говорит Поля, новейший букварь-самоучитель, составленный по последним данным науки. Я, говорит, сам тебе буду показывать, и просьба мне не противоречить. А Пелагея усмехнулась тихо, взяла букварь в руки, повертела его и в комод спрятала. Пущай, дескать, лежит, может потомкам пригодиться. Но вот однажды днем присела Пелагея за работу. Пиджак, Иван Николаевич, надо было починить. Рукав совсем протерся. Села Пелагея за стол, взяла иголку, сунула руку под пиджак, шуршит что-то. Не деньги ли, подумала Пелагея, посмотрела. Письмо. Чистенький такой аккуратный конверт, тоненькие буковки на нем, и бумага вроде как духами или одеколоном попахивает. Ёкнуло тут у Пелагеи сердце. Неужели же, думает, Иван Николаевич меня зря обманывает? Неужели же он сердечную переписку ведет с порядочными дамами и надо мной, неграмотной дурой, насмехается? Поглядела Пелагея на конверт, вынула письмо, развернула. Не разобрать ничего по неграмотности. Первый раз в жизни пожалела Пелагея, что читать не может. Хоть думает и чужое письмо, а должна я знать, чего в нем пишут. Может, от этого вся моя жизнь переменится, и мне лучше в деревню уехать на мужицкие работы. И у самой в груди так и закипела от обиды и досады, и сердце перевернулось от огорчения.
все-таки думает: я Ивана Николаевича чересчур люблю, если через это письмо я настолько страдаю, мучаюсь и ревную. Как, думаю, обидно, что я этого письма прочесть не могу. Я бы сразу узнала, в чем тут дело. И вот Пелагея заплакала и стала вспоминать разные мелочи про Ивана Николаевича. Да, он действительно как будто переменился в последнее время. Стал об усиках своих заботиться, причесывает их, руки часто моет и надевает новую кепку. Сидит Пелагея, думает эти мысли, смотрит на письмо и ревет белугой, а прочесть письма не может, поскольку даже не понимает букв, а чужому человеку такое письмо показать, конечно, совестно. После она, поплакав уволю, спрятала письмо в комод, дошила пиджак и стала поджидать Ивана Николаевича. И когда пришел он, Пелагея и виду не показала. Напротив того, она ровным и спокойным тоном разговаривала с мужем и даже намекнула ему, что она не прочь бы поучиться, и что ей чересчур надоело быть темной и неграмотной бабой. Очень этому обрадовался Иван Николаевич. Ну и отлично, сказал он, я тебе сам буду показывать. Пелагея посмотрела в упор на ровные подстриженные усики Ивана Николаевича. Сердце у нее сжалось в груди. Она сказала ему: давай, показывай, показывай, Ванечка. И сердце от этого сжалось еще больше от досады и огорчения. 2 месяца подряд Пелагея изо дня в день училась читать. Она терпеливо по складам составляла слова, выводила буквы и заучивала фразы. И каждый вечер вынимала из комода заветное письмо и пыталась разгадать его таинственный смысл. Однако это было очень нелегко. Только на 3-й месяц Пелагея одолела науку. Утром, когда Иван Николаевич ушел на работу, Пелагея вынула из комода письмо и принялась читать его. Она с трудом разбирала тонкий почерк, и только еле уловимый запах духов от бумаги подбадривал, подгонял ее. Письмо было адресовано Ивану Николаевичу. Пелагея читала. Уважаемый товарищ Кучкин. Фу. Посылаю вам обещанный букварь.
Я думаю, что ваша жена в 2-3 месяца вполне может одолеть премудрость. Обещайте, голубчик, заставить ее это сделать. Внушите ей, объясните, как в сущности отвратительно быть неграмотной бабой. Сейчас к этой годовщине мы ликвидируем неграмотность по всей республике всеми средствами, а своих близких почему-то забываем. Обещайте, Иван Николаевич, это сделать с коммунистическим приветом, Мария Блохина! Пелагея 2 раза перечитала письмо и чувствую какую-то новую обиду. Опять заплакала. Но потом, подумав об Иване Николаевиче, о том, что в ее супружеской жизни все в порядке, успокоилась и спрятала в конец букварь и злополучное письмо. Вот так, в короткое время, граждане, подгоняемой любовью и ревностью, наша Пелагеюшка научилась читать и писать и стала грамотной. И это был поразительный случай из истории ликвидации неграмотности в советской стране. Эх, если хочешь много знать, многого добиться, обязательно читать, должна учиться. Разбудите меня ночью в самой серединочке, расскажу вам алфавит и без заданной запиночки. Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Ой, спасибо тебе, Ленин, ой, спасибо 200 раз, а еще тебе спасибо за советскую, за власть. Запустила кирогазом я в миллионку сгоряча, у его теперь под глазом светит лампа Ильича. Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Меня милый не целует, говорит потом. Прихожу, а он на печке тренируется с котом. Созревают помидоры и другие овощи. Бабы дуры, а мужчины сволочи. Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия. Что за безобразие? Спасибо! Да мы не уходим. Ну что, что-нибудь из старенького, маэстро? На бис, так сказать, махнем. Ах так, не ожидал от вас. Когда кто-нибудь сравнивает меня с Куприным, я считаю это сравнение не по рангу, высокое и смешное. И, конечно, я вздрагиваю, когда меня сравнивают с самим Зощенко. Но все-таки, если я принят в литературу, значит, и у меня есть какая-то литературная генеалогия, переданная этими великими. Так писал Сергей Довлатов. В Грузии лучше, там все по-другому. Больше денег, вина и геройства. Шире жесты, ближе ладонь к рукоятке ножа.
Женщины Грузии строги, пугливы им вслед не шути, всякий знаешь. Баррикады пушистых ресниц неприступны. В Грузии климата нет, есть лишь солнце и тень. Летом тени короче, зимою длиннее, и все. В Грузии лучше, там все по-другому. Сергей Довлатов, блюз для Нателлы. Я сжимаю в руке заржавевшее это перо. Мои руки дрожат, леденеют от страха, ведь инструмент слишком груб. Где уж мне написать твой портрет? Твой портрет, Бокучава Нателла. О, Нателла, ты чаша на перу бородатых и сильных, ты глоток родниковой воды после драки, ты грустный мотив, долетевший до нас из неведовых окон, ты ливень, который застал нас в горах, и дерево, под которым спаслись мы от ливня, и молния, разбивающая дерево в щепки. Ты юность прекрасной страны. Каждое утро Нателла раздвигает тяжелые воды Арагви. На берегу остается прижатый камнем сарафан, часы и летние туфли. Нателла уплывает, уплывает изменчиво, белея под водой. И только тут тихо шелестят на берегу кусты виноградника Изабель. А за кустами в этот момент давно бушуют страсти. Там сидит на корточках Арчил Пирадзе зоотехник. Час назад Арчил Пирадзе вышел из дому. «Арчил!» — заявила ему старуха Кеке Пирадзе. «Я жду, я переживаю, когда тебя нет. Вот смотри, я плюю на крыльцо, пока он усохнет, ты уже должен вернуться». «Хорошо», — сказал Арчил. Старуха плюнула, хапу, и ушла в дом. И тогда ее сын начал действовать. Он вытащил из-под крыльца заржавленное ружье, потом зарядил его и направился к реке. Теперь он сидит на корточках и ждет. Наконец смыкаются тяжелые воды Арагви. Нателла ступает по гладким камням. Что на свете прекраснее этой картины? Каково это видеть Арчилу Пирадзе? Арчилу Пирадзе, который приходит в беспамятство даже от гипсовой статуи, изображающей лошадь. И тогда Арчил Пирадзе хватает свое заржавленное ружье, поднимает его выше, 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 нажимает курок. Звучит выстрел. Медленно оседает дым над водой. Это грузинский дым. Ты что? Вот это правильно. А ты тут это... Не надо, это филармония. А что, нет? Смолкает грохот, затихает далекое эхо в горах. Это опять вы, Пирадзе?
Ну, я так и знала. Ну, сколько это может продолжаться? Я давно сказала, что не буду вашей женой. Зачем вы это делаете? Зачем вы ежедневно стреляете в меня? Как-то раз вы уже отсидели 15 суток за изнасилование. За изнасилование кого дают 15 суток? Мне неведомо, но вы просидели от звонка до звонка. Вам этого мало, Арчилу Арасабович? Я стал другим человеком, Нателла, не веришь? Я в институт поступил. Более того, я студент. В это трудно поверить. У меня есть тетради и химия. У меня есть учебник под названием «Химия». Хочешь взглянуть? Вероятно, дали кому-нибудь взятку. Представь себе, нет. Бесплатно являюсь студентом-заочником. Я очень рада за вас. Вернись, Нателла, у тебя будет все: патефон, холодильник, корова. Мы будем путешествовать. На чем? Она спрашивает меня, на чем? На карусели. Не могу, при всем обаянии к вам не могу. Я изменился! Воскликнул Пирадзе. Учусь потом и градом, мне все достается. Нателла, не могу. В Ленинграде, увы, ждет меня аспирант Рабинович Григорий. Я дала ему слово. Я тоже выучусь на аспиранта. Я прочту много книг. Можно сказать, я уже прочитал одну. Как она называется? Она называется «Повесть». Больше никак. Она называется «Зощенко». Лично я импонирую больше Толстому, сказал Нателла. Я прочту его книги. Передайте парню. Пусть не нервничает только. Тихо, сказала Нателла. Вы слышите? Из-за кустов доносились нежные слова. Ты сказала мне нет. И по снегу ушла, был суров твой ответ. Ночь в мучениях прошла, ночь в мучениях прошла, ночь в мучениях прошла. По дороге медленно шел киномеханик Гиго Зандукелли уже с трофейной винтовкой. 36 лет оружие пролежало в земле, его деревянное ложе зацвело молодыми побегами, из дула торчал георгин. Заметив Нателлу Спирадзе, Гиго остановился, винтовку он теперь держал уже наперевес. Вы тоже пришли, чтобы убить меня, Гиго Рафаэлович? Спросил Нателла. Но есть немного. Все только и делают, что убивают, убивают. Убивают меня, то вы Арчил, то вы Гиго, и лишь аспирант Рабинович Григорий тихо пишет свою диссертацию о каракатицах. Вот он настоящий мужчина. Я дала ему слово. И тут вмешался Пирадзе. Кто дал тебе право, Гиго, убивать Бокучаву Нателлу? А кто это право тебе преподнес, Арчил? Ответил ему Зандукелли. И тут вверх медленно стали подниматься два грузинских ствола. Выше, 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 выше. И прозвучали выстрелы. А! 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 Понял. А затем
печальный и укоризненный голос Нателлы. Умоляю вас, не ссорьтесь, будьте друзьями Гиго и Арчил. Мачо, вообще-то верно, сказал Пирадзе. Зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылочку доброго вина? Пожалуй, согласился Зандукели. Пирадзе достал из кармана маленькую, сорвал с зубами пробку, подняв бутылку, он сказал: «Выпьем, друг!» и, запрокинув голову, незамедлительно сделал это. Наполним бокалы! Затем передал бутылку другу. Тот не заставил себя уговаривать. Эх, жаль, только закусить нечем. А у меня есть луковица. Я захватил ее на случай, если меня арестуют. Поехали! Будь здоров, Рабинович Григорий! Теперь ничего не страшно. Две недели так быстро промчались. Закончился отпуск. В нашем промышленном городе тесно и сыро. Завтра в одном ЦКБ инженер Бакучава склонится над Кульманом. Ее загорелыми руками будут любоваться молодые, а также не очень молодые сослуживцы. Нателла шла вдоль перрона. Остался, наконец, позади стук колес и запах вокзальной гари. Забыты насыпь, бегущие под окнами, забыты темные избы, забыты босоногие ребятишки, которые смотрели поезду вслед. Девушка исчезла в толпе, а я упрямо шел за ней. Я шел, хотя уже давно потерял Бакучаву Нателлу из виду. Я шел, ибо принадлежу к великому сословию мужчин. Я знаю, что грубый, слепой, неопрятный, расчетливый, мнительный, толстый,
циничный, буду всегда идти до конца. Я горжусь неотъемлемым правом смотреть тебе вслед, а улыбку твою я считаю удачей! Александр Куприн. Гамбринус. Гамбринус. Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно, благодаря ему подземному расположению. Вывески совсем не было. Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. Вместо столов были расставлены на полу, густо усыпанным опилками, тяжелые дубовые бочки. Вместо стульев маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояла пианино. Здесь каждый вечер уже много лет подряд играл для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка. Еврей, кроткий, веселый, пьяный и плешивый человек с наружностью облезлой обезьяны неопределенных лет. Проходили года, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и развозчики пива, сменялись сами хозяева, но Сашка неизменно каждый вечер к 6 часам уже сидел на эстраде со своей маленькой собачкой на коленях, а к часу ночи уходил из Гамбринуса в сопровождении все той же собачки, едва держась на ногах от выпитого пива. Обыкновенно Сашка приходил в Гамбринус в те часы, когда там еще никого не было, кроме одного-двух случайных посетителей. В залах в это время стоял густой и кислый запах вчерашнего пива, и было темновато, потому что днем берегли газ. В жаркие июльские дни, когда каменный год изнывал от солнца и глох от уличной трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина и прохлада. Сашка подходил к прилавку, здоровался с мадам Ивановой и выпивал свою первую кружку пива. Иногда буфетчица просила: Саш, сыграйте что-нибудь. Что прикажете вам сыграть, мадам Иванова? Любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен. Ну, что-нибудь свое.
Но вот мало-помалу набиралась публика. Приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика. На буфете выставлялись сосиски в горячей воде, бутерброды с сыром, и, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку и командовал товарищу: майский парад, бурный марш, эйн, цвейн, дрей, поехали! К 10-11 часам Гамбринус, смещавший свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набит. Посетители быстро пьянели от пива, от близости женщин, от жаркого воздуха. Каждому хотелось своих любимых, знакомых песен. Около Сашки постоянно торчали, дергая его за рукав и мешая ему играть по 2, по 3 человека с тупыми глазами и нетвердыми движениями. Саша! Страдательную посетитель икал. Ублаготвори. Сейчас, твердил Сашка, быстро кивая головой и с ловкостью врача без звука опускал в боковой карман серебряную монету. Сейчас, Сашка, это подлость. Я деньги дал уже 20 раз, прошу. В Одессу морем я плыла. Сейчас, все будет, сейчас. Сашка, соловья давай. Сашка, Марусю. Зет, Сашка. Зет, сейчас все будет. Чабана хочу! Чабан! Орал с другого конца залы не человеческий, а какой-то звериный голос. И Сашка при общем хохоте кричал ему по-петушиному: сейчас! Сашка, размягший от пива, от собственной доброты и от той грубой радости, которую доставляла другим его музыка, готов был играть что угодно. И итальянские народные куплеты, и хохладские думки, и еврейские свадебные танцы, и много-много-много чего другого. Кстати, история. Один репортер местной газеты, кстати, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача. Но Сашка догадался об этом и нарочно заставил свою скрипку более обыкновенного мяукать, блеять и реветь. Гости Гамбринуса так и разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно клоунство и ушел, не допив своей кружки. Ну вот, наступила Великая Японская война. Теперь пели и плакали, и пили вдвое больше обыкновенного, как, впрочем, пила тогда поголовно вся Россия. Каждый вечер приходил кто-нибудь прощаться, храбрился, ходил петухом, бросал шапку об землю, грозился сам один разбить всех япошек и кончал страдательной песней со слезами. Однажды Сашка явился в пивную раньше, чем всегда. Буфетчица, налив ему первую кружку, сказала по обыкновению: «Саш, сыграйте что-нибудь свое». У него закривились губы, и кружка заходила в руке. «Знаете, что, мадам Иванова, — сказал он точно в недоумении, — а меня ведь в солдаты забирают на войну». Мадам Иванова всплеснула руками. «Не может быть, Саша, шутите?» «Нет,
Уныло и покорно покачал головой Сашка. Не шучу. Вам ведь лета вышли, Саша. Сколько вам лет-то? Этим вопросом как-то до сих пор никто не интересовался. Все думали, что Сашке столько же лет, сколько стенам пивной, маркизам, хохлам, лягушкам и самому раскрашенному королю Гамбринусу, сторожившему вход. 46. Сашка подумал. А может быть, и 49. Я ведь сирота, прибавил он уныло. Так вы пойдите, объясните, кому следует. Так я ходил, мадам Иванова, я уже объяснял. Ну и мне ответили. Пархатый жид, жидовская ты морда. Поговори еще, попадешь в клоповник. Знаете, как-то очень сильно дали вот сюда. Вечером новость стала известна всему Гамбринусу. Из сочувствия Сашку напоили мертвецкие. Он пробовал кривляться, гримасничать, прищуривать глаза, но из его кротких, смешных глаз глядели грусть и ужас. Мадам Иванова, вы уж посмотрите за собачкой, может, я и не вернусь, так будет вам память о Сашке, и он отдал свою белочку буфетчице. Прощайте, Саша. Давайте хоть поцелуемся на прощание. Сколько лет, вы не сердитесь. Можно я вас перекрещу на дорогу? Сашкины глаза были глубоко печальны, но он не мог удержаться, чтобы не споясничать напоследок. А что, мадам Иванова, я от вашего русского креста не подохну! Гамбринус опустел и заглох, точно он осиротел без Сашки и его скрипки. Хозяин пробовал было пригласить в виде приманки квартет бродячих мандолинистов, но квартет не имел ровно никакого успеха, наоборот. Мандолинистам свистали и бросали в них огрызками сосисок, а главного комика однажды поколотили тендровские рыбаки за непочтительный отзыв о Сашке. Проходили месяцы, прошел год. О Сашке теперь никто не вспоминал, кроме мадам Ивановой, да и та больше как-то уже не плакала при его имени. Прошел еще год. Должно быть, о Сашке забыла даже его беленькая собачка. Но вопреки Сашкиному сомнению, он не только что не подох от русского креста, но не был даже ни разу ранен, хотя участвовал в 3 больших битвах и однажды ходил в атаку впереди батальона в составе музыкальной команды, куда его зачислили играть на флейте. Под Вафангоу он попал в плен и по окончании войны был привезен на германском пароходе в тот самый порт, где работали и буйствовали его друзья. Весть о его прибытии, как электрический ток, разнеслась по всем гаваням, молам, пристаням и мастерским. Вечером в Гамбринусе было так много народу, что по большинству приходилось стоять. Кружки с пивом передавались из рук в руки через головы. И хотя многие ушли в этот день не платившие, Гамбринус торговал как никогда. Уж, наверное, ни один из отечественных героев времен Японской войны не видел такой сердечной и бурной встречи, какую сделали Сашки. Сильные корявые руки подхватывали его, поднимали на воздух и с такой силой подбрасывали вверх, что чуть не рассыпали Сашку об потолок. Но уже близились переменчивые, бурные времена.
По улицам ходили бесконечные процессии с красными флагами пением. На женщинах олели красные ленточки и красные цветы. Встречались совсем незнакомые люди, и вдруг, светло улыбнувшись, пожимали друг другу руки. Но вся эта радость мгновенно исчезла, точно ее смыло, как следы детских ножек на морском побережье. Начались погромы, и те люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умилением грядущего братства, шли по улицам с пением под символами завоеванной свободы, те же самые люди шли теперь убивать. И шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу, и даже не из-за корысти, которая была бы сомнительна, а потому что хитрый, грязный дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им: убей, все будет безнаказанно. Запретное любопытство убийства, сладострастие насилия, власть над чужой жизнью. В дни погромов Сашка свободно ходил по городу со своей смешной обезьяньей, чисто еврейской физиономией. Его не трогали. В нем была та непоколебимая душевная смелость, та не боязни, которая охраняет даже слабого человека лучше всяких браунингов. Но один раз, когда он, прижатый к стене дома, сторонился от толпы, ураганом лившейся во всю шире улицы, какой-то каменщик в красной рубахе и белом фартуке замахнулся над ним зубилой и зарычал: «Ой, жид! Смотрите, жид! Бей! Бей, жида! В кровь бей!» Но кто-то схватил его сзади за руку. «Стой, черт, это же Сашка! Олух ты, матери твоей, в сердце, в печень!» Каменщик остановился. Он в эту хмельную, безумную, бредовую секунду готов был убить кого угодно: отца, сестру, священника, даже самого православного Бога, но также был готов, как ребенок, послушаться приказаний каждой твердой воли. Он осклабился, как идиот, сплюнул, оттер нос рукой. Но вдруг в глаза ему бросилась белая нервная собачка, которая, дрожа, терлась около Сашки. Быстро наклонившись, он поймал ее за задние ноги, высоко поднял и ударил головой о плиты тротуара. На сапоги Сашки брызнул мозг из Белечкиной головы. Он только оттер пятно платком.
потом наступило какое-то странное время, похожее на сон человека в параличе. Победители проверяли свою власть, еще не насытясь вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в манжурских папахах с георгиевскими лентами в петлицах курток ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили, чтобы все вставали. Однажды вдесятером они пришли в Гамбринус и заняли 2 стола. Они держали себя самым вызывающим образом. Повелительно обращались с прислугой, плевали через плечи незнакомых соседей, клали ноги на чужие сиденья, выплескивали на пол пиво под предлогом, что оно не свежее. Их никто не трогал. Все знали, это сыщики. И смотрели на них с тем же тайным ужасом и брезгливым любопытством, с которым во все времена люди смотрели на палачей. Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотька Гундосый, крещеный еврей, рыжий, с перебитым носом, прежде вор, потом вышибала в публичном доме, затем сутенер и, наконец, сыщик. Сашка играл метелицу. Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко сжал его правую руку и, обратясь назад на зрителей, крикнул: «Гимн давай! Народный гимн, братцы! В честь обожаемого монарха гимн! Гимн давай! Гимн!» Загудели мерзавцы в попахах. «Гимн!» — крикнул вдали одинокий неуверенный голос, но Сашка выдернул руку и спокойно сказал: «Никаких гимнов». Чего? Черт заревел Гундосый, я не понял, ты не слушаться? Ах ты жид вонючий! Сашка наклонился вперед, совсем близко к Гундосому, и весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил: «А ты? А чё я-то? Я-то чё? Ну, я-то жид вонючий. Это хорошо, это понятно, ладно. А ты?» А я православный. «Ах, православный, А за сколько? Весь Гамбринус расхохотался, а Гундосый, белый от злобы, обернулся к товарищам. «Братцы!» — говорил он дрожащим, плачущим голосом, чьи-то чужие заученные слова. «Братцы, доколе мы будем терпеть надругание жидов над престолом и святой церковью?» Но Сашка, встав на своем возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе. И никто из посетителей Гамбринуса никогда бы не поверил, что этот смешной, кривляющийся Сашка может говорить так веско и властно. «Ты!» — крикнул Сашка. «Ты, сукин сын! Покажи мне свое лицо! Убийца, смотри на меня! На меня смотри! Ну!» И все произошло быстро, как в один миг. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула в воздухе, и трах, трах, трах! Высокий человек в папахе качнулся от звонкого удара по виску. Скрипка разлетелась в куски. В руках у Сашки остался только гриф, который он победоносно подавал над головами толпы. «Братцы, братцы, выручай, выручай!» — заорал Гундосый, но выручать было поздно. Мощная стена окружила Сашку и закрыла его. И та же стена вынесла людей в папахах на улицу. Но спустя час, когда Сашка, окончив свое дело, выходил из пивной на тротуар, несколько человек бросились на него. Кто-то из них ударил Сашку в глаз, засвистел и сказал подбежавшему городовому: «В бульварный участок его по политическому, вот мой значок». Теперь вторично
и уже окончательно считали Сашку похороненным. О его судьбе гораздо меньше беспокоились, чем в первый раз, и гораздо скорее забыли о нем. Через 2 месяца на его месте сидел уже новый скрипач, между прочим, Сашкин ученик. И вот однажды, спустя месяца 3, тихим весенним вечером, в то время, когда музыканты играли вальс ожидания, чей-то тонкий голос воскликнул испуганно: ребят, смотрите, это же Сашка. Все обернулись и встали с бочонков. Это был он. Дважды воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос скрикнул: братцы, смотрите, рука-то. Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы так торчали навсегда около подбородка. «Что это у тебя, товарищ?» — спросил, наконец, волосатый боцман из русского общества. «А это, да? Глупости. Там сухожилие какое-то или еще что-то, я не знаю», — ответил Сашка беспечно. Опять все помолчали. «Значит, и Чабану теперь конец?» — спросил боцман участливо. «Что? Чабану?» — переспросил Сашка, и глаза его заиграли. «Чабану! Эй ты!» — приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. «Чабана хочу! Чабана!» Раскатился радостным смехом зритель. «Ой ты черт какой!» — воскликнул боцман. И совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца. Подхваченный его порывом, заплясали гости, женщины и мужчины, даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляски и слегка прищелкивала пальцами. И, может быть, даже сам ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицы, и казалось, что из рук изувеченного, искалеченного, скрючившегося Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще непонятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки. Ничего человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит. Эй! Цвень! Дрень, давай! Поехали!
еще хочу! Давай! Амен! Ай! Вот так! Вот так! Вот так! Все! Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячи биноклей. На оси, если только можно, Ава. Отче, чашу эту мимо пронеси, я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь, но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти. Евгений Борец! Спасибо. Спасибо. Спасибо.